Бог сегодня за тебя, мое дорогое дитя. Он дарит тепло и заботу, приглашая ваше сердце почувствовать Его присутствие и любовь. Помните, никто не заботится о вас так глубоко, как Он. Он знает все, что у тебя на сердце и в твоих мыслях. Бывают моменты, когда боль настолько сильна, что возникают мысли о том, чтобы сдаться. Прошло много времени с тех пор, как вы просыпались взволнованными и с нетерпением ждали этого дня. Доверьтесь Ему одному. Закройте глаза, положите руки на сердце и заметьте, как оно наполняет вас любовью, преданностью и спокойствием. Если вы верите в Бога, наберите 1111. Бог слышит ваши молитвы, когда вы сталкиваетесь с проблемами. Вскоре вы станете свидетелем того, как Его любовь и сила сделают вас свободными, прославят и поднимут вас. Любите Его, ищите Его и поклоняйтесь Ему. Пусть ваша вера будет крепкой. Вам предстоит столкнуться со многими препятствиями, но это придаст вам сил их преодолеть. Вы столкнетесь с различными трудностями, но ваша вера в Него придаст вам мужество. Не бойтесь этих проблем, вместо этого решайте свои проблемы напрямую. Сосредоточьтесь на обещаниях и словах, которыми Он поделился, чтобы поднять вам настроение. Сильные ветры бед могут дуть против вас, но когда вы воззовете к Нему о помощи и услышите Его могучий голос, эти ветры и бури уйдут. Это укрепляет ваш дух, чтобы стоять как скала и выдерживать жизненные битвы. Поднимите паруса вашей лодки, даже если могучие волны жизни разбиваются о ваши мечты, не медлите. Сосредоточьтесь на Нем, на Его любви, на Его силе, ибо Он ваш проводник, и с Ним вы не потерпите неудачу. Если вы любите Бога, поставьте лайк этому видео. Временами вы можете чувствовать себя отягощенным тяжелым бременем, но Он сдерживает свое обещание помочь вам нести его. Будьте терпеливы и настойчивы, поскольку, когда вы преодолеете сегодняшние трудности, завтрашний день даст вам огромную силу, чтобы выстоять без страха. Однако те, кто принимает негатив, отвергает Его истины, забывает Его слова и высмеивает Его любовь, упускают Его благословения для тех, кто действительно ищет Его и желает Его присутствия. Следуйте благородными путями, которые Он ведет вас. Он предоставляет все, что вам нужно, чтобы смело делиться посланием и не бояться, даже когда возникают проблемы, поскольку Он дает вам возможность их преодолеть. Бог рядом с вами, чтобы получить благословения, которые Он приготовил для вас. Введите 1212, чтобы получить благословение. Когда вы с нетерпением ждете будущего, не забывайте быть благодарными. Цените маленькие хорошие вещи и благословения, которые встречаются на вашем пути. Оно здесь с вами на каждом этапе пути. Доверьтесь Его любви, и Он поведет вас в будущее, полное чудес. Доверьтесь Его способности сделать вашу жизнь лучше. Пусть ваша вера будет вашим путеводным светом даже в трудные времена. Держитесь надежды, которую Он дает вам. Когда вы доверяете и верите, могут произойти невероятные вещи. Он думает так же, как вы, и хочет, чтобы вы добились успеха. Он знает, что в это может показаться трудно поверить, но доверьтесь Ему. Если вы сделаете щедрое пожертвование в размере $25 во имя Иисуса, это будет похоже на открытие двери чудес, которые могут изменить ситуацию для вас и вашей семьи. Иногда даже небольшие действия могут привести к большим изменениям.
Ваша семья, финансовое положение, настроение и отношения улучшатся благодаря его особому прикосновению. Оно откроет двери, о которых вы даже не подозревали, двери, которые, как вы думали, были закрыты навсегда, и создаст возможности, которые предоставят вам все, что вы хотите. Помните, Он здесь ради вас. Он поможет вам, даст вам силы, будет вашим убежищем и защитит вас непоколебимой верой. Вы найдете утешение и бесконечную поддержку в Его любящих объятиях. Примите все хорошее, что Он приготовил для вас, и наблюдайте, как меняется ваша жизнь, когда вы позволяете Его присутствию вести вас. Он превращает ваши проблемы в благословение, мир, богатство, изобилие и стабильность. Не расстраивайся, это дает вам больше выносливости. Пусть Он решает все по-своему. Склоните голову и молись, проси то, что хочешь. Напишите «Слава Богу» за всех. Но после того, как вы молитесь, ходите, работаете и сражаетесь с уверенностью, зная, что даже если вы споткнетесь, Он направит вас к выполнению своей цели в жизни. Он смотрит глубоко в твое сердце. Он знает, кто ты. Эти времена были для тебя тяжелыми, твое бремя тяжело, и ты устал. Каждое утро ты просыпаешься с мыслью о поражении. Вот почему Он здесь, чтобы помочь вам понять, от чего следует отказаться и за какими мечтами гоняться. Так что, пожалуйста, смотрите это потрясающее видео, пока оно не закончится. Ваша цель в жизни – не угодить всем. Конечно, некоторые ваши правильные решения расстроили людей. Однако доставить им удовольствие не должно быть вашей главной заботой. Самое главное – это ваши отношения с Ним и вашей семьей. Экономьте свою энергию, чтобы управлять своими днями и ценить благословения, которые Он может предложить. Молитесь и стремитесь, чтобы ваша семья ни в чем не испытывала недостатка. Оно обогащает ваши усилия, облегчает ваше бремя, погашает ваши долги и изгоняет тех, кто постоянно бросает вам вызов. Это поднимет вас на новые духовные высоты, ваше финансовое положение улучшится, и это увеличит вашу мудрость и благодать. Будьте смелыми и отважными. Вместо того, чтобы пытаться угодить тем, кто вас критикует и унижает, сосредоточьтесь на том, чтобы доставить им удовольствие. Они не присматривают за вами, не помогают вам и не помогают вам, когда у вас возникают проблемы. Если вы несчастны, они не поддержат вас и не разделят вашего горя, они подберут и нападут на вас. Однако вы очень дорожите их мнением. Не расстраивайтесь из-за того, что говорят ваши враги. Он заглушает их речь. Те, кто намереваются причинить вам вред, вредят своей собственной душе. Но простите их и не держите обид. Игнорируй их, не тратьте время на мысли, которые тревожат ваш разум и приводят к печали и отчаянию. Я все время наблюдаю за тобой и слушаю все, что ты говоришь. Я вижу твой смех и знаю каждую твою мечту, твои цели, твои заботы и твою боль. Я с тобой, когда ты молишься, чувствую твою душевную боль и печаль, и даже понимая то, чего ты не чувствуешь из-за страха. Скажите им: «Бог со мной». Ваша преданность делу и стремление не сбиться с пути действительно привлекли мое внимание. А теперь дай мне немного времени и давай обсудим все, что у тебя на уме. Поделитесь со мной планами и желаниями вашего сердца. Я очень хочу понять ваши наилучшие пожелания и могу вам помочь. Я могу подарить вам здоровье,
и призвать вас стать благословением для своего сообщества. У меня много талантов, благословений и ресурсов, которые можно увидеть только через духовное осознание. Если вы их увидите, вы будете просыпаться каждый день с новым желанием улучшить свою жизнь и жизнь своей семьи и сразу забудете все проблемы прошлого. Ваш дух наполнится великой радостью и возвышением, и вы объявите миру, что чудеса доступны тем, кто искренне следует моему учению и всем сердцем принимает мою любовь. Пожалуйста, подпишитесь на этот канал, потому что Бог действительно хочет говорить с вами каждый день. Воистину, у меня вас ждут чудесные подарки. Не расстраивайтесь из-за проблем, вместо этого проявляйте свою веру каждый день, даже когда усталость и стресс кажутся непреодолимыми. Не бойся, продолжайте доверять, цепляться за мои учения и следовать моим обещаниям. Если вы чувствуете упадок сил, помните, что я здесь, чтобы дать вам душевную силу, эмоциональную поддержку и смелость продолжать идти вперед. Обратите внимание на мои слова. Они эхом звучат в вас, как успокаивающая мелодия, снимающая ваше бремя, шепчущая любовь в вашу душу и успокаивающая ваши эмоции прикосновением Святого Духа. Этот мир, полный страха, стремится раздавить вас и разрушить ваше светлое будущее. Но ты будешь крепко держаться и держать меня за руку, потому что какие бы искушения или искушения не обрушились на тебя, я никогда не отпущу. Я останусь рядом с тобой, если ты захочешь продолжить разговор. Я беспокоюсь о вашей безопасности. Я хочу, чтобы вы всегда чувствовали себя любимыми и в безопасности, зная, что мои ангелы-хранители присматривают за вашей семьей по ночам. Я не сделал ничего плохого. Я слишком хорошо понимаю бремя, которое ты несешь, тайные воспоминания, тихие крики отчаяния в твоем уме и стремление к радости и миру вернуться в твое сердце. Раздели со мной свою боль, расскажи мне обо всех своих проблемах подробно. Когда вы это сделаете, ваш дух начнет исцеляться, устраняя смятение эмоций. Ваша радость и мир вернутся. Поклонитесь, откройте свою душу в молитве и освободите себя от этого бремени. Ожидайте необычного. Я начинаю с совершения простых чудес, которые помогут вам достичь уровня духовного осознания, которого вы никогда раньше не знали. Это чудесное путешествие – ваша судьба. Отправляясь в это приключение, вы открываете перед собой вечные возможности. Ваша судьба разворачивается в этом путешествии. Верьте в истины, которыми я поделился в священных писаниях, и не позволяйте своим эмоциям или окружению вводить вас в заблуждение. Я приведу тебя к величию, но не забудь проявить терпение. Я покажу, когда наступит подходящее время, чтобы благословения влились в вашу жизнь. Не относитесь к тем людям, которые быстро теряют терпение и пытаются навязать свои чудеса, часто приукрашивая правду ради небольшой похвалы. Такие люди часто вовлекаются в плохие дела, впадают в уныние и теряют веру. Скорее, я формирую из вас священный сосуд доброты, способный удовлетворить глубочайшую потребность в любви, которую испытывали многие. Я призываю вас, используйте свое время, чтобы благословлять других с каждым словом, которым вы поделитесь. Я благословляю вас еще больше, воодушевляю вас, делаю ваши усилия плодотворными и открываю новые возможности. Подумайте о трудностях, через которые вам пришлось пройти с тех пор, как вы позволили мне руководить вашей жизнью. Сохраняйте спокойствие и продолжайте верить, даже когда это тяжело.
Будьте спокойны и верны в трудную минуту. Помни, что я с тобой. Не обращайте внимания на голоса страха. Не позволяйте угрозам добраться до вас. Доверьтесь моим обещаниям и идите вперед. Ты очень любим мной. Я подготовил твое величие еще до твоего рождения. Я забочусь о каждой детали, и я всегда забочусь о тебе. Не позволяй печали взять верх. Я наполню ваше сердце бесконечной радостью. Идите вперед с верой, ибо победа неизбежна, и то, что я приготовил для вас, превосходит ваше воображение. Я люблю тебя, и каждый день, когда ты проснешься, я буду напоминать тебе об этом. Дорогие мои друзья, создание этих замечательных и уникальных видеороликов о Господе Иисусе требует много усилий и любви. Нам нужна ваша помощь в распространении Божьего послания. Не могли бы вы предоставить нам предварительный кредит на сумму $25 США? Ваша поддержка будет значить для нас мир и поможет нам продолжать делиться прекрасным посланием Бога. Огромное вам спасибо, и пусть Господь Иисус благословит вас любовью и радостью. Аминь. Утром ты чувствуешь мое присутствие глубоко в своем сердце, отзывающееся эхом в своей душе. Ищи меня, и я буду говорить, даже если ты не захочешь слушать. Я все равно буду рядом с тобой, когда ты почувствуешь себя подавленным, задаваясь вопросом о бесполезности своих усилий и теряя желание продолжать. Меня не трогают ваши сомнения. Моя преданность тебе вечна, и я не отвернусь от тебя из-за твоих чувств. Эта божественная любовь создана специально для вас. Моя цель, чтобы вы поверили этому, почувствовали это и отреагировали на это изо всех сил. Именно благодаря этому обязательству начинают происходить удивительные вещи. Если вы сегодня по-настоящему выразите свою веру в меня, я совершу удивительные вещи в вашей жизни. Я люблю тебя навсегда. Сегодня я наставлю вас на правильный путь. Я не хочу, чтобы ты ходил в темноте. Я хочу, чтобы ты чувствовал себя любимым и защищенным. Это мое желание. Я наслаждаюсь твоей верой, ибо твоя вера для меня подобна поклонению. Когда вы поблагодарите меня, вы наполнитесь миром и силой. Я буду продолжать направлять вас. Вы, в свою очередь, должны следовать. Сейчас трудные времена, но я помогу тебе, даже если ты почувствуешь себя слабым. Когда твоя вера будет проверена, и я почувствую, что ты далеко от меня, я все равно буду рядом с тобой. Я поведу вас, буду держать за руку или понесу, если понадобится. Я хочу еще раз рассказать вам о вашем будущем и о шагах, которые вы предпримете. Живите надеждой, ведь чудесные времена уже не за горами. Скажи мне, что ты веришь в это. Как бы тяжело ни было, всегда помни о моей силе и могуществе. Приди и найди утешение под моей защитой. Когда вы почувствуете себя подавленным, опирайтесь на меня и поделитесь своими проблемами. Моя доброта и прощение безграничны. Я здесь, чтобы поддержать тебя, потому что я тебя очень люблю. Помни, ты для меня как ребенок. Ты открыл меня и показал свои сокровенные мысли. Ты любишь меня всем сердцем, и это делает меня таким счастливым. У вас есть все основания чувствовать себя достаточно уверенно, чтобы поговорить со мной. Четко скажите мне, что вы разговариваете со своим лучшим другом.
Не волнуйтесь, я ищу повод вас раскритиковать. Я привел тебя в этот мир и знал тебя еще до твоего рождения. Я понимаю ваши проблемы, ваши сильные стороны, ваши мечты и ваши трудности. Я не против, когда ты ошибаешься. Не убегай от меня, когда тебе плохо о себе. К кому еще ты ходишь? Вернетесь ли вы к тому, кто говорит, что ему не все равно, но в итоге отпускает вас? Я уже знаю этих людей и не жду, что ты ускользнешь и отступишь. Вместо этого, когда ты начинаешь тянуть, я хочу кончить. Когда ты разлучишься с моей любовью, я приду, чтобы найти тебя и вернуть в место покоя, где ты сможешь освежиться жизненной водой, в которой ты так отчаянно нуждаешься. Поэтому я еще раз прошу тебя, даже в самые мрачные моменты, никогда не забывай, что я так сильно тебя люблю. Моя любовь и сила готовы избавить тебя от печали, наполнить твое сердце целью и радостью и вернуть утраченное мужество и надежду. Я хочу, чтобы ты понял, как сильно тебя любят и о тебе заботятся. Это всегда было правдой, верно сейчас и всегда будет правдой. На небесах вас ждут благословения. У меня на все свои причины. Доверься мне полностью. Многие вещи работают на вас на небесах и на земле. Я уверен, что у вас будет в изобилии все, что вам нужно, свобода от долгов, особая мудрость и особые благословения для вас и вашей семьи. Ваше чудесное наследие не было ошибкой. Я любил тебя еще до твоего рождения и приготовил для тебя много чудесного. Самый драгоценный и величайший дар – это моя вечная любовь. Я люблю тебя, когда ты чувствуешь себя отстраненным, и я люблю тебя, когда ты возвращаешься ко мне. Если вы думаете, что я иду не так, вы ошибаетесь. Твои ошибки меня не отталкивают. Я не откажу тебе из-за твоих проступков. Ты всегда возвращаешься ко мне обиженным, грустным и правдивым. Я знаю, что ты любишь меня, и если ты ошибаешься, я понимаю твое сердце и твои причины. Я ценю вашу верность. Я влияю на сердце ваших близких. Покажите им, что они важны для вас через их преданность мне. Это влияет на окружающих. Мир подбрасывает им множество идей, которые они черпают у меня, но ты — свет, который ведет их в ночи. Я с нетерпением жду всего этого. Я даже жду тех, кто меня спрашивает. Мне достаточно твоей любви к ним. Я буду благословлять и защищать их, и постепенно они поймут, что их жизнь – это не просто череда случайных событий, а дар моей любви. Однажды они признают ваши усилия, ночи, когда вы бодрствуете в молитве, слезы, которые вы пролили в надежде на их безопасность. Поднимутся бури, и земля содрогнется, но те, кто обратятся ко мне, обретут надежду и богатую веру. Другие отчаиваются, теряясь в замешательстве и неудачах, и изо всех сил пытаются отличить добро от зла. Но это дает вам силу во время шторма. У вашего судна будут крепкие паруса, а мой ветер приведет вас к цели. Не бойтесь, когда появляются искушения. Не сдавайтесь, когда ресурсов мало. Смело встречайте эти временные проблемы. Держи меня за руку и решительно иди вперед. Помни, как крепко ты держишься за мою правду. Если вы действительно верите в меня, держите голову высоко и бесстрашно сталкивайтесь с трудностями. Я даю тебе силу и уверенность. Я приведу тебя в место, полное благословений.
Когда будешь путешествовать, сосредоточься на моих словах и игнорируй пустые угрозы. Я с тобой. Узнай меня сегодня. Скажи ясно: я верю в тебя, мой друг. Заявите своим собственным голосом, что я ваш лидер, и вы этого не сделаете. Даже когда земля дрожит, вы можете расслабиться у спокойной воды, пасясь на пышных полях. Я буду вести вас рука об руку и питать ваш дух небесной сладостью. Не бойся, потому что я люблю тебя и всегда буду рядом с тобой. Вы знаете это, и это непоколебимая вера, мощная сила, которая поддерживает вас в трудные времена. В самых сложных конфликтах вы доверяете мне, когда ваши противники впадают в хаос. Но я наполню твою территорию миром и изобилием. Мои повеления и советы направят ваши шаги, принесут вам утешение и заставят ваше лицо сиять божественным светом. Доброта и милосердие будут с вами. Мои слова будут сиять в твоем сердце, и ты будешь жить вечно в моем присутствии. Это не так уж сложно увидеть и поверить. Они просто просят смирения и простоты, понимая, что совсем не справишься, признавая свою ограниченность как человека. Твоя сила имеет пределы, но я поддержу тебя, если ты потерпишь неудачу. Когда ты наполнишься тревогой, я возьму тебя на руки и доставлю к месту назначения. Даже когда враги окружат тебя и попытаются одолеть тебя страхом, я успокою твой разум и успокою твое сердце. Вы никогда не будете одни, я покрою тебя любовью и защищу от бед. Я подниму свой меч, чтобы защитить тебя от мирских нападок, и дам тебе покой. Вы уходите уверенно и мирно улыбаетесь, а окружающие восхищаются яркостью вашего лица. И вы заявляете: «Всемогущий Бог, мой Небесный Отец любит меня, защищает меня, все мое упование на Него». Если вы верите в Бога, напишите «Аминь» и поделитесь этим замечательным видео, чтобы благословения и чудеса достигли 10 человек, которые верят в Бога. Ты удивил меня. Я просил тебя быть сильным, но ты больше, чем я ожидал. Ты проявил настоящую честность и порядочность. Меня наполняет радость видеть, как семена, которые я посадил в тебе, растут и приносят такие чудесные плоды. Итак, впереди нас ждут более светлые и счастливые дни. Вы превосходите свои собственные желания и мечты и упорно продолжаете идти вперед, пока не достигнете земли, полной благословений и счастья. Они избегали моей любви и заботы, полагая, что смогут завоевать мое расположение, просто будучи безупречными. Однако я прошу простой и искренней веры. Если есть люди, которые пытаются уменьшить ваше счастье, не связывайтесь с ними. Отвергайте их присутствие и избегайте их общества. Выбирайте быть с теми, кто вас ценит и воодушевляет, кто не пытается контролировать вашу жизнь или вмешиваться в ваше личное дело. Избегайте тех, кто расставляет вам ловушки, исключите любые разговоры о неудачах или неуважении. Выбирайте друзей, которые уважают вас, не вмешивайтесь в ваши личные дела и не сплетничайте о других. Наймите человека, который действительно поддержит вас, не ожидая какого-либо финансового вознаграждения за своего друга. Ваше путешествие веры – это личное путешествие между вами и мной. Мне интересно поговорить с вами и раскрыть свои планы. Если хочешь понять меня лучше, приходи ко мне утром. Уделите время мне, пока другие спят. Вознеси мне свои молитвы, внимательно прислушайся к словам, которые я говорю тебе каждый день.
Доверьтесь мне, и я отвечу во многом, обогатив вашу жизнь и вашу семью. Я сообщу тебе, что я здесь. Призовите меня, и я открою вам чудесные и могущественные вещи, мечты и видения. Я готов поднять вас в место, где изобилуют необычайные события. Держитесь этих слов и делитесь ими с верой, и вас окружат великие благословения. Не теряйте духа, сохраняйте спокойствие и искренне верьте, что я не. Если вы держите меня за руку, вы не проиграете. Мы вместе переживем трудные времена. Когда станет тяжело, я приду к тебе, подкреплю тебя добрыми и любящими словами. Ваша жизнь важна для меня, и меня очень волнует ваша ситуация. Своей жертвой и воскресением я преодолел беспокойный мир. Я хочу дать тебе такую же силу. Желаю вам почувствовать внутри себя постоянный поток живительной воды, смывающий печаль и приносящий мужество и силу. Я всегда жажду своего присутствия. Смотри на меня, когда у тебя все хорошо или когда ты переживаешь трудные времена, во времена радости или беды. Что бы ни случилось, вы не побеждены. Ваша судьба не потерять то хорошее, что вы сделали. После каждой бури наступает затишье. Моря могут реветь и рушиться, но по моему приказу они успокаиваются. Теперь, когда вы слушаете меня, возьмите этот кусок. Не уходите от нее и не чувствуйте себя недостойными этой любви. Помните, что в духовном мире всегда идет война. Враг хочет потревожить вас и сломать, но вы не одиноки. Я с тобой. Все, что я прошу, это немного вашей веры. Примите решение поверить и принять бесконечную любовь, которая ждет вас, куда бы вы ни пошли, особенно когда возникают трудности. Жизнь может быстро измениться. Плакать и обижаться – это нормально. Освобождение от бремени может исцелить вашу душу и привести вас к духовному покою. Но никогда не верьте, что вам придется грустить вечно, что ваши слезы всегда будут вашим единственным другом или что вам суждено жить в бесконечных неудачах. Некоторые люди, которые кажутся вашими противниками и союзниками, могут попытаться вас отговорить. Они могут сказать, что не стоит вставать и сражаться. Но я пришел для того, чтобы вы могли жить полной жизнью. Я хочу, чтобы ты поднял глаза и нашел меня. Я хочу наполнить вас огромной радостью и неутомимой храбростью. Я понимаю, когда ты чувствуешь, что легче сдаться, чем продолжать идти. Но я люблю тебя, и у меня большие планы на тебя и твою семью. Не отпускайте свои благословения и не впадайте в отчаяние. Это не то, чего я хочу для тебя. Я пришел, чтобы подарить вам жизнь, полную изобильной и уникальной силы. Вас не определяют ваши текущие чувства или то, что о вас говорят другие. Даже если сегодня тяжело и ты сталкиваешься с критикой, послушай меня, я люблю тебя. И если ты столкнешься с внезапными и трудными ситуациями, не думай, что я тебя разлюбил. Я напишу эти слова в твоем сердце, и ты будешь думать о них каждый день. Что бы со мной ни случилось, с какими бы проблемами и испытаниями я ни столкнулся, моя любовь к тебе крепнет с каждой минутой. Не позволяйте этим болезненным чувствам одолеть вас. Не думайте, что вы одиноки в этом мире, и никто не заботится и не понимает вас. Кто я? Да, я говорю не просто о мысли в вашем уме. Каждое слово, которое вы слышите, наполнено любовью,
призванный исцелить ваше сердце. Кто я для тебя? Скажи мне. Я хочу знать. А если ты не видишь во мне близкого человека или хочешь, чтобы я оставил тебя в покое, так и скажи. Но помните об этом, несмотря ни на что. Даже если ты попытаешься оттолкнуть меня, я не оставлю тебя. Я не собираюсь. Когда ты отвернешься, даже если ты откажешь мне, я раскрою тебе свои объятия. Я обещаю тебе, я другой. Я очень люблю тебя и никогда тебя не оставлю. Мои обязательства перед вами навсегда неизменны. Мое решение любить тебя не поколеблется. Даже если ты скажешь мне сегодня, что мне нужно уйти, я буду говорить тебе каждый день, пока ты не почувствуешь эту глубокую любовь в своем сердце. И я знаю, что ты начинаешь это чувствовать сейчас. Приди, пусть моя святая любовь окутает тебя и проведет через это трудное время. Я здесь, чтобы помочь. Возьми меня за руку, и ты обретешь покой. Твои дни скорби прошли, твое отчаяние улетает. Я знаю, что иногда ты видишь вещи по-другому и чувствуешь по-другому. Когда вы испытываете такие чувства, как ревность и отторжение, даже со стороны людей, которые говорят, что заботятся о вас, они часто не видят в вас хороших сторон. Вместо этого они вспоминают проблемы прошлого, чтобы сломить ваш дух. Но сегодня, когда вы слышите эти слова, сделайте выбор, чтобы преодолеть эти искушения. Какими бы сильными вы ни были в трудные времена и сохраняйте свою веру, продолжайте идти. Не позволяйте никому мешать вам делать то, что вы считаете правильным. Не позволяйте им влиять на ваши чувства. Доверьтесь моему руководству и следуйте моему обещанию, данному вам. Помни, ты мой. Я окружу вас любовью, столкнусь с любым искушением с вашей стороны, защищу вас от скрытых нападок и устраню любые сомнения или насмешки над вашими убеждениями. Поэтому, когда наступают трудные времена, отпустите эти надоедливые мысли. Если вы находитесь в противоречии, чувствуете усталость, боретесь с решениями и ваш дух слаб, придите и найдите покой со мной. В моем присутствии ты обретешь облегчение и надежду. Какими бы огромными ни казались твои проблемы, они не могут ослабить защиту моей любви. Поймите, не я создал эти проблемы. Обещаю помочь вам своей мощной поддержкой. Я не хочу, чтобы ты терпел больше, чем можешь вынести, поэтому я сниму это тяжелое бремя с твоих плеч и позабочусь о том, чтобы тебе не было одиноко и не грустно. Помните, отдавая все Богу, мы собираем сокровища на небесах и открываем дверь богатства на земле. Знайте, что вы никогда не одиноки, всемогущий Бог всегда с вами, оказывая постоянную поддержку. Ваша печаль уменьшится, а ваше счастье увеличится. Несмотря на все проблемы, с которыми вы сталкиваетесь, у меня есть благословение, ожидающее вас. Доверься моей доброте, и ты увидишь, что я всегда желаю тебе добра. Даже там, где вы не знаете, ваше имя хорошо упоминается. Путь к вашей судьбе готовят ангелы. Так что верьте, друзья, в меня, в себя и в мощное воздействие любви и благодати. Приготовься, поток изобилия вот-вот вольется в вашу жизнь, принеся богатство, здоровье и процветание, как никогда раньше. В ближайшие несколько часов ожидайте, что вас окружит такое счастье, которое наполнит вашу душу и обогатит вашу жизнь любовью, богатством и безопасностью. Это послание не просто слова,
это канал божественных благословений. Подводя итоги сегодняшнего дня, ожидайте, что ваши финансовые потоки усилятся и войдут в вашу жизнь в мире изобилия. Грядет повышение, которое приведет к новым уровням любви, веры, здоровья и процветания. С нетерпением ждем чудесных выходных, полных достижений, возможностей, хороших новостей, улучшения благосостояния, роста и достижений. Я облегчу вашу боль, верну утраченное и благословлю вас финансово, как никогда раньше. Милость Божия покрывает каждую ошибку, и с каждой неудачей приходит новое начало, с каждой потерей приходит новое начало, и с каждой неудачей приходит сильное возвращение. Ожидайте удивительного потока благословений от Бога. Эта неделя полна особых благословений, поэтому приблизьтесь к Нему и следуйте Его указаниям. Завтра критический день, так как ожидаются испытания, но не волнуйтесь, ведь Божье провидение и изобилие ваша защита, Он превратит каждую вредную мысль в демонстрацию своей силы. Никакое зло не коснется тебя, никакая болезнь не придет в ваш дом. Под защитой Бога вас невозможно остановить. Я молюсь, чтобы ваш банковский счет превзошел ваши самые смелые мечты. Все ваши счета оплачены досрочно. Добро пожаловать в это время успеха и финансовой свободы. За каждым разочарованием меня ждет сюрприз, который изменит мою жизнь. Ваше сердце наполнится радостью, любовью и новым чувством цели. Наступающий месяц обещает принести много счастья, исцеления и успеха. Это будет время мира, удовлетворения и достижения великих свершений. На следующей неделе вы увидите улучшение финансовых проблем, деньги, которые вы должны, исчезнут, и ваше финансовое положение станет очень тяжелым. Приготовьтесь к удивительным переменам, чудесным благословениям и приятным сюрпризам. Вы переходите от подавленности к чувству подавленности и удовлетворения. История вашей жизни будет великолепной, с множеством новых возможностей и удачей. Подходите к этому времени с радостью, благодарным за все хорошее, что встречается на вашем пути. Откройте свое сердце всему хорошему, что придет. Бог с тобой, хранит тебя. Он ждет, защищает и ведет вас к успеху. Отдайте Богу все свои тревоги и страхи. Скажем вместе: мое здоровье улучшается, мое финансовое положение улучшается, и у меня будет более чем достаточно, чтобы заботиться о своих нуждах и помогать другим. Ко мне приходят чудеса и благословения. Богатство приходит в вашу жизнь, как текущая река, и увеличивается с каждым днем. Этот доход изменит вашу жизнь в положительную сторону, выведет на новые пути удачи и удачи. К концу этой недели ваша жизнь наполнится благословениями, которые избавят вас от всех забот. Каждый грустный момент, с которым вы столкнетесь, будет заменен радостью, смехом, любовью и бесконечными благословениями. Ваше будущее выглядит светлым. Даже если есть люди, желающие украсть ваше счастье, вы можете это сделать. Ваша вера подобна острому мечу, разрезающему любые препятствия на вашем пути. Если вы позволите негативным мыслям ваших врагов влиять на вас, вы можете споткнуться, но если мой дух будет руководить вашей жизнью, вы победите. Я внес свой вклад, рассказав путь спасения и историю преодоления испытаний. Теперь его очередь быть таким же стойким, как и прежде. Я здесь, чтобы напомнить вам, что вы приближаетесь к духовному уровню,
где происходят ежедневные чудеса. Не сдавайся. Они зашли слишком далеко, чтобы сейчас повернуть назад. Не выбрасывайте пролитые слезы и приложенные усилия. Сосредоточьтесь на своих целях. Ваша вера и решимость непоколебимы. Продолжайте в том же духе и поднимайте настроение. Многие разочаровываются и сожалеют о своем выборе, но вас ждет другой результат. Мое присутствие с тобой, мой дух наполняет твой дом. Благословения потекут обильно, наполняя вашу жизнь радостью. Исправившиеся люди вернутся, принесут прощение и мир. Не бойся, ведь я с тобой. Не утомляйтесь, потому что я ваш лидер. Я дам тебе силы. Я помогу тебе. Я поддерживаю тебя своей победной рукой. Я благословил вас, принеся доброту вашим друзьям, семье и соседям, чтобы мое присутствие можно было увидеть в вашей жизни. С этого момента ты принесешь исцеление многим. Поэтому я призываю вас приходить и слушать каждое утро. Вспомните чудеса, которые я сотворил в вашей жизни, и как эти слова превратились в реальность, даже в, казалось бы, невозможных ситуациях. Я поддерживал вас до сих пор, не оборачиваясь сейчас. Возьмите то, что у вас есть. С этого момента каждое утро приходят великие благословения. Горячо принимая мои слова, я смотрю на вас с благодарным сердцем. Проблемы могут быть совсем рядом, поэтому я прошу вашего времени. Просто закрой глаза и послушай меня. Руки на твою голову возложу, душу твою от всех забот очистлю. Река жизни потечет с моего трона, смывая все твои страхи. Хотя вокруг тебя собираются враги, я предложу тебе мир. Твоя судьба со мной. То, через что вы сейчас проходите, это не конец. Послушайте мои слова. Они предназначены для исцеления вашего тела и поднятия духа. Вы преодолеете любое отчаяние и заметите значительные перемены. Святой Дух окружает вас и поднимает вас, следя за тем, чтобы вам не причинили вреда. Ваши враги знают, что они благословили вас особым помазанием силой преодолевать трудности. Сегодня я обновляю вашу цель и даю вам новый взгляд на жизнь. Вы больше не будете чувствовать себя немотивированным или обескураженным. Проблемы не победят вас. Я дал тебе мудрость сражаться, чтобы ты никогда больше не чувствовал себя побежденным. Я с тобой, вы очень благословленны. Используйте чудесные дары, которые я дал вам, во благо. Будьте добры к окружающим. Цените тех, кто поддержал вас и помог вам достичь того, что вы имеете сегодня. Знайте, что ваши достижения – это не ваши собственные усилия. Многие открыли двери и дали вам возможности. Никто не сможет меня обмануть. Некоторые стараются быть совершенными и святыми, они могут прийти ко мне, чтобы критиковать тех, кто отличается от них или не разделяет их убеждений. Но вы не похожи на тех, кто считает себя праведниками. Вы спокойны, добры и чистосердечны, и когда вы спотыкаетесь, вы приходите в норму с уверенностью и верой. Не позволяйте никому винить вас, ни у кого нет этого права. Если вы продолжите такое отношение, наполненное верой, приходя ко мне каждый день и желая слушать и учиться, я наполню вашу жизнь благословениями. Вы знаете, что гонитесь не только за материальными вещами, вы хотите благословений и защиты для своей семьи,
и я обеспечиваю это и даже больше. Я готовлю вас к новым возможностям. Не бойтесь их брать. Даже сейчас, пока вы слушаете, в духовном мире происходят чудеса. В вашу жизнь приходят новые люди, возможностей появляется больше, чем когда-либо, и даже трудности можно превратить в благословение, если проявить веру и терпение. У тебя уже есть лучшее, моя настоящая любовь. Скажи мне, веришь ли ты в это? Мои благословения вам были исключительно вашими. Я всемогущий и верховный Бог. Я знаю, что я делаю. Никто не может попытаться напугать вас или обескуражить вас, но он не может изменить мое решение или мои намерения. Не слушайте их ложь. Я твой Небесный Отец, наблюдающий за тобой день и ночь, направляющий твои шаги. Когда вы почувствуете беспокойство, скажите такие слова: «Я Бог всемогущий, я не сдамся, никто не сможет победить меня». Идите рядом с Ним по-хорошему, всегда смотрите вперед и никогда назад. Помни, что ты мой, и будь спокоен. Я контролирую время. Даже если безопасность вашей семьи гарантирована. Высокий и низкий. Ты знаешь, что все получится к лучшему. Я отвечаю за ваше будущее. Проблемы и конфликты, с которыми вы сталкиваетесь, будут решены. Вы стали сильными, вы многому научились. У меня есть для тебя особая цель, которую необходимо выполнить. Я знаю, что ты любишь меня и хочешь следовать моей воле. Вы с нетерпением ждете всех благословений и замечательных обязанностей, которые я вам дам. Вы можете сожалеть о некоторых прошлых решениях и менять их, но боль, неудачи и неудачи, с которыми вы столкнетесь, откроют мой план для вас. В твоем сердце я вижу яркое пламя любви, верности и послушания. Я видел, какое почтение ты испытываешь ко мне, когда ты действительно преклоняешь колени со смиренным сердцем. Я простил твои прошлые ошибки, они забыты. Помните, каждый раз, когда вы спотыкаетесь, вы возвращаетесь ко мне с уверенностью. Если ты чувствуешь себя слабым, я сделаю тебя сильным. Если вы думаете, что потеряли веру, закройте глаза и подумайте обо мне, и там вы найдете свою веру. Дорогое мое дитя, помни, что плохие времена не длятся вечно. Слушайте внимательно мои утешительные слова. Ваши испытания скоро закончатся. Сейчас не время останавливаться или принимать решения, которые могут вас задержать. Вас тщательно проверяют. Я работаю над тобой, буду формировать тебя, как гончар лепит глину умелыми руками. Все, что я делаю, это потому, что я очень забочусь о тебе. Я хочу, чтобы в будущем вы были готовы к великим вещам, которые Он принесет в вашу жизнь. Желаю вам достичь больших высот и не только слиться с толпой, но и пусть ваш характер будет сильным, а ваша решимость сильной. Там, где я для вас, вы и ваша семья будете в безопасности. Не волнуйся, сын мой. Слушайте мои слова каждый день. Приходите и поговорите со мной, и если вы окажетесь без слов, просто сядьте со мной и наслаждайтесь моментом. Я не хочу, чтобы вы волновались или позволили страху украсть вашу радость. Когда вы спокойны, вы сияете. Позвольте своим мыслям быть свободными, высказывайте свое мнение, и пусть ваши действия покажут ваше доверие моему руководству. Ваша печаль исчезнет, ваши тревоги исчезнут. Ваша сила будет длиться вечно.
Я Создатель всего, что может осуществить ваши величайшие мечты и желания. Сегодня начало вашей трансформации. Я превращу твою печаль в радость, и я поведу тебя от зла к изобилию. Приготовьтесь ко времени, полному чудес, побед и достижений. Следующий месяц обещает быть необычным, превращая вашу историю в историю счастья, исцеления и успеха. Приготовьтесь удивиться моей щедрости. Исцеление, свобода, финансовое благополучие и настоящая любовь приходят в вашу жизнь. Будьте тверды в своей вере в то, что ничто проблемы или трудные времена не может помешать вам достичь успеха и мира. Вы вступаете во время мира и изобилия, когда ваши молитвы будут услышаны, озаряя вашу жизнь святой добротой и заботой. Они верили в мое обеспечение и удивлялись величию моей щедрости. Не бойся, ведь я твой щит от грядущей беды. Никакая болезнь, боль или травма не могут пройти через мое святилище защиты. Я твое убежище, твое место мира и безопасности. Пойми, что моя любовь к тебе вне времени и пространства – бесконечная любовь, которая живет вечно. Надежда никогда не кончается со мной. Уверенно, я един со Христом, и теперь не только я живу, но и Христос живет во мне. Поверьте, что я чудесным образом обеспечу вас и защищу от опасности. Я Бог доброты и прощения, который любит тебя без границ, и я всегда готов помочь тебе. Продолжайте верить, молиться и говорить мое слово, потому что вы мои любимые дети, которым суждено увидеть чудеса, превосходящие ваше воображение. Я заявляю, что любые проклятия теперь сняты. Ваше здоровье улучшится, а финансовое положение улучшится. Во всех трудностях я был твоим прибежищем и кормильцем. Мои практики мощно изменят вашу жизнь, принесут божественное исцеление и полностью восстановят ваше здоровье. Как богиня чудес мне удается, казалось бы, невозможное. Поверьте в меня, и вы увидите, как чудеса происходят одно за другим. Я надеюсь, что ваше процветание превзойдет ваши самые смелые мечты, что все ваши долги будут погашены, и что вы насладитесь этим временем успеха и финансовой свободы, которую я вам даю. Life Lottery готова благословить вас и изменить вашу жизнь так, как вы даже не подозревали. Заявите об этом, поверьте в это и наблюдайте, как 2024 год превратится в год небесной милости и благословений. Предстоящий месяц выглядит необычно. Я напишу вашу историю радости, исцеления и успеха. В ближайшие дни я улучшу ваше здоровье, наладлю отношения и улучшу ваше финансовое положение. Вы можете испытывать физические или эмоциональные проблемы, но помните, я лучший целитель, который может обеспечить полное исцеление. Итак, отпустите свои тревоги, страхи и сомнения. Доверьтесь истории своей жизни, зная, что я автор, чудотворец и хранитель вашего истинного «Я». В каждый момент борьбы и сомнений помните, что вы созданы Богом и о вас заботятся. Грядущие благословения являются доказательством того, что Он безграничен и готов поддержать вас во времена нужды и во времена праздника. Предайтесь мне, и я подниму вас и вашу семью до состояния счастья. Я исцелю твои глубочайшие боли, превращу твои потери в победы и всегда буду рядом с тобой. Отец, ты значишь для нас всех. Спасибо вам за все хорошее, что вы сделали в нашей жизни и продолжаете делать. Мы ценим, что вы всегда рядом с нами и нашей семьей.
Мы знаем, что мы никогда не одиноки. Мы любим вас и возвышаем вас во имя Иисуса. Теперь давайте помолимся вместе. Всемогущий Бог чудес, благодарю Тебя за Твою бесконечную любовь и доброту. Ваше прощение дает нам новое начало, и Ваша любовь никогда не перестает. Пожалуйста, присматривайте за нами каждый день, заботьтесь о наших семьях и удовлетворяйте наши потребности. Мы благодарны за жертву Иисуса, которая приносит прощение и вечную жизнь. Отдайте свою жизнь мне и увидите чудесные вещи, которые я могу сделать. Продолжайте молиться, пока ситуация не улучшится. Чудеса случаются каждый день, поэтому всегда надейтесь. Бог может быстро изменить вашу ситуацию. Бог услышал ваши молитвы и благословит вас чудесами, которые исцелят ваше тело, исправят разрушенные отношения и принесут новое процветание. Я знаю, что ты беспокоишься о своих деньгах, здоровье и семье, но помни, я всегда работаю для твоего блага. Если вы все еще слушаете, пусть Бог устранит все ваши заботы, тревоги, боль, страх и смятение и заменит их хорошим здоровьем, счастьем, удовлетворенностью, финансовой безопасностью и миром. Говорите уверенно. Я привлекаю к себе любовь, богатство и жизнь моей мечты. Самые важные отношения с Иисусом. Он ваш Спаситель, Целитель и лучший друг. Он исцелит твое сердце, когда тебе грустно. Даже в самые мрачные времена Он – ваш свет надежды. Доверьтесь Ему, и вы никогда не будете обмануты. Под божественным руководством страх и печаль исчезают, их заменяют сила и поддержка. Доброта к нуждающимся принесет божественную награду и проложит путь к чудесам, которые навсегда изменят вашу жизнь. Стресс, разочарование и бессонные ночи скоро останутся позади. Оставь свои заботы, потому что я здесь, чтобы избавить их от тебя. Вместо этого я наполню вашу жизнь миром, любовью, исцелением и бесконечными благословениями. Приготовьтесь, я попытаюсь убрать все негативные влияния и заблокировать пути, ведущие к разрушению. Сегодня я заявляю, что никакое искушение вашего здоровья, времени, денег или семьи не одолеет вас во имя Иисуса. Вы переходите от чувства подавленности к ощущению изобилия и удовлетворения. История вашей жизни меняется, полная возможностей. Я источник процветания и процветания. Помните, с какими бы проблемами вы ни столкнулись, особенно теми, которые влияют на ваше финансовое здоровье, я ваш опекун. Мои бдительные глаза всегда следят за вами, направляя вас к жизни, полной счастья и удовлетворения. С началом новой недели готовьтесь к радости, чудесным открытиям, благословениям и потрясающим результатам. Я здесь, чтобы вести вас к счастью и удовлетворению. Пожалуйста, посмотрите это прекрасное видео до конца, потому что Бог действительно хочет провести с вами глубокий разговор. Вскоре я удалю вашу боль, заботы и проблемы и заменю их здоровьем, счастьем и миром. Верьте в то, чего вы не видите, верьте в окончательное решение и приветствуйте новый сезон благословений, который вас ждет. Теперь давайте подтвердим: «Дорогой Господь, я выбираю Тебя, я подчиняюсь Твоей воле, я принимаю Твое прощение и приглашаю Тебя управлять моей жизнью как моего Спасителя и Господа». Итак, дитя мое, когда возникают испытания и искушения, не пытайся избежать их лицом к ним. Когда приближаются проблемы и неудачи, не бойтесь их,
поднимите голову в вере и надежде. Не воспринимайте проблемы как препятствие, а как возможность стать сильнее и смелее. Помни, что я создал тебя в моем возрасте, что я сделал тебя своим сыном, что я дал тебе силу победить все зло. Не бойтесь того, что грядет, поверьте и позвольте мне творить свою волю в вашей жизни. Я подбадриваю вас, придаю смелости и снабжаю знаниями, необходимыми для того, чтобы все прошло гладко. Помните, что если вы пойдете со мной, я буду направлять вас по пути мира, благодати и благословения, чтобы все ваши начинания увенчались успехом. Просто откройте свое сердце моему руководству и примите мое обещание. Уверяю вас, в вашу жизнь придут великие дела, любовь, процветание и успех следуют за вами. Поскольку ты доверяешь мне, тебе не причинят никакого вреда. Я знаю твою борьбу. Дай мне руку и покойся со мной. Никогда не думайте, что вы одиноки во время шторма. Я всегда рядом с тобой и приношу тебе мир. Проблемы, с которыми вы сталкиваетесь, укрепляют ваш характер. Я понимаю, как вам тяжело, поэтому я здесь, чтобы поговорить с вашим сердцем и душой, сказать вам не сопротивляться процессу, через который вы проходите. Оставьте свои заботы мне, потому что я обо всем позабочусь. Держи меня за руку и найди утешение в моем присутствии. Не волнуйтесь, потому что я главный. Возможно, вы не знаете, что ждет нас в будущем, но я знаю. Я глубоко люблю вас и понимаю ваше беспокойство по поводу ваших проблем. Сомнение может быть коварным, налетая, как хищная птица, чтобы поколебать вашу веру и увести вас от вашего Создателя. Я твой Бог, и я чту тебя. Возможно, сейчас вы не понимаете цели своей борьбы, но сегодняшняя боль – это завтрашняя победа. Ищи меня на рассвете, я знаю твое смиренное и сокрушенное сердце, жаждущее прекращения страданий. Но будьте настойчивы в молитве, победа за вами. Положитесь на меня, поделитесь своими глубочайшими чувствами, доверьтесь мне и помните, найдите во мне свой покой. Никакая проблема или вызов не являются для меня слишком сложными, чтобы с ними справиться. Я поднимаю тех, кто споткнулся, и я здесь, чтобы утешить вас в трудные времена. Здравствуйте, я представляю вам сейчас, примите тот факт, что мир вокруг вас может показаться нестабильным. Молчи, ведь я с тобой. Ты будешь знать, что я всегда рядом с тобой, принимаю активное участие в твоей жизни, и я верю в твою решимость и сильный дух. Даже когда тебя окружают неправильные голоса, без колебаний ищи во мне утешение, которое ты ищешь. Вещи могут показаться привлекательными, но в конечном итоге они приводят к разрушению. Идите с гордостью, ничто не должно быть доказано, что оно того стоит в моих глазах. Не бойтесь, ты знаешь мои уроки. Мой дом всегда открыт для тебя, здесь вам всегда рады. Это ваш дом, где вас слышат и уважают. Мое дорогое дитя, ты никогда не найдешь такой настоящей и глубокой любви, как здесь со мной. Я люблю тебя глубоко. Я свет, который рассеивает всю тьму из вашей жизни, вашего дома, вашей семьи. Очень важно, чтобы ты искал меня каждый день. Это моя любовь, моя страсть. Смиренно примите мои слова. Вы сейчас слушаете. Погрузитесь глубоко в свою душу, цените их. Найдите свою Библию и держите ее рядом с кроватью. Каждое утро с желанием меня слышать, читать с верой, с желанием учиться.
Обещание, которое вы услышите сегодня, ободрит вас. Я оставлю вас с ощущением такой силы, что вы больше никогда не проснетесь в отчаянии. Если вы не понимаете, о чем я говорю, вам нужно узнать меня получше. В этот раз я хотел бы поделиться своей непоколебимой поддержкой. Сегодня ваше величайшее достижение – довериться мне и поделиться своими проблемами и интересы. Я понимаю, что вы не справитесь с этим в одиночку, поэтому я здесь, чтобы помочь и поддержать вас. Желаю вам всегда доброй воли, мира и процветания. Ты очень важен для меня, и моя любовь к тебе никогда не закончится. Я просто говорю, что я есть сейчас. Ты просыпаешься сегодня усталым, и кажется, что радость и доброту трудно найти, но помни, что я здесь. Я не стал слишком занят и не разлюбил тебя. Для меня важно ваше вечное благополучие, а не кратковременные отвлекающие факторы. Радость твоя безгранична, и спасение твое совершенно. После прослушивания, пожалуйста, запомните мои слова. Вы почувствуете себя отдохнувшим, ваша выносливость увеличится, и вы обретете энергию, о которой даже не подозревали. Возможно, вы ожидали, что я буду говорить непосредственно с вами, но когда вы слушаете, вы чувствуете вдохновение продолжать. Я хочу, чтобы ты сейчас улыбнулась и поняла, что я тебя не забыл. Вместо того, чтобы чувствовать себя одиноким в тихие минуты, поговорите со мной. Я твой Бог, твой родитель и твой друг. Будьте благодарны за то, что мы с вами. Помните, вы не одиноки. Я наполню тебя своим духом, укреплю тебя изнутри, просветлю тебя и покрою своей любовью. Победа близка к вам. После того, как вы позволите мне вести вас, подумайте о своем мужественном духе и о трудных ситуациях, с которыми вы столкнулись. Сохраняйте спокойствие и продолжайте верить, даже когда это тяжело. Когда жизнь кажется подавляющей и возникают проблемы, не позволяйте страху взять верх. Защитите себя от страшных мыслей и двигайтесь вперед под моим руководством. Я глубоко ценю тебя. Еще до твоего рождения у меня были на тебя большие планы. Я слежу за каждой частью твоей жизни, каждую минуту. Не позволяйте печали одолеть вас. Я здесь, чтобы наполнить ваше сердце радостью. Сохраняйте веру, ведь вам суждено было добиться успеха, и то, что я запланировал для вас, превосходит то, что вы можете себе представить. Это мое обещание вам. Ваша семья, даже те, кто находится далеко, глубоко и чудесно почувствует мое присутствие. В конце туннеля есть свет для решения ваших проблем. Найдите время помолиться сегодня, и в моем присутствии вы обретете веру и уверенность в том, что вы свободны от всех бремен и проблем. Враги твои будут побеждены, посрамлены и больше не будут тревожить твой покой. Важно каждый день тратить время на то, чтобы набираться сил и веры, учась понимать, чего я хочу для вас. Ваша ситуация может быстро измениться, но, во-первых, это глубоко укоренившаяся проблема из вашего прошлого, которая возникла снова, тревожа ваши чувства и нарушая покой вашего дома. Ты знаешь, что у меня есть сила спасти тебя. Позвольте мне сделать это по-своему. Если вы действительно хотите избавиться от этих проблем как можно скорее, не теряйте терпения, если не увидите результатов в течение дня. Я не просто предлагаю быстрое решение, своей рукой я устранил причину твоей боли. Если вы злитесь, успокойтесь.
Если вы чувствуете безнадежность, вспомните мои обещания и позвольте своей душе обрести покой, пока вы размышляете над ними. Вы просили освободить вас от всех этих проблем, и я вас не разочарую. Давайте начнем сегодня с укрепления отношений, которые у вас должны быть со мной. Не говори мне приятные слова на минуту, а потом забудь, что мы когда-либо встречались. Если вы поклоняетесь и благодарите меня своим сердцем и словами, я хочу видеть такое поведение каждый день и ночь в вашей жизни, в вашей семье, в вашем доме, в вашей работе, куда бы вы ни пошли, во всех ваших проектах или планах, во всех ваших проектах или планах, во всем, что вы захотите делать. Ваш банковский счет будет заполнен так, как вы даже не мечтали, а все ваши счета будут оплачены полностью и вовремя. Бог говорит с вами сегодня. Ваша боль и страдания подходят к концу. Я открываю небесные окна и с неудержимой скоростью изливаю благословение любви, процветания, исцеления и новых возможностей. Вы готовы? Библия учит, что без веры невозможно угодить Богу. Чтобы приблизиться к Нему, мы должны сначала поверить, что Он существует и что Он награждает тех, кто ищет Его от всего сердца. Когда мы просим Бога о чем-то, мы должны делать это с верой и без сомнения, потому что сомнение подобно брошенному на ветру. Когда Божья любовь и благодать наполнят вашу жизнь, ваши прошлые трудности и страхи исчезнут. Иисус сказал, что Он есть воскресение и жизнь, и всякий верующий в Него будет иметь жизнь вечную даже после смерти тела. Вы преодолели свои ранние ошибки, теперь они позади вас. Я также полностью прощаю тебя. Не грустите, когда люди вспоминают ваше прошлое. Стойте твердо и скажите им: благодаря жертве Иисуса я прощен и чист, все мои преступления были удалены от меня, и я пострадал от последствий, я пострадал, я плакал, я изменился и переехал, я не буду возьми на себя свою вину. Все вы, кто цепляется за прошлое и уносит негатив прочь. Я предан Иисусу, я следую этому, я чту Его, и это мой путь навсегда. Пожалуйста, помогите нашему христианскому сообществу, пожертвовав до $25. Это поможет нам продолжать распространять Божье послание. Все, что тебе нужно сделать, это поверить в меня один раз и поверить в мое обещание, потому что все, что я сказал о тебе, сбудется. Вы увидите мою силу и доброту в своей жизни. С сегодняшнего дня ты увидишь, как мой план разворачивается в тебе. Во имя Иисуса. Аминь.